Друзья, в следующей части выпуска, в первой части выпуска, как и было анонсировано, мы поговорим с экс-министром обороны Республики Молдова Анатолом Шалару. С господином Шалару я предлагаю поговорить, обсудить заявление Лаврова, которое прозвучало 14 апреля, о том, что якобы Запад втягивает Республику Молдова в войну, хочет превратить Грузию и Молдову в очередную Украину. Ну и, безусловно, не можем обойти стороной тот факт, что вчера не впустили на территорию Республики Молдова Рустама Минниханова, который приехал сюда участвовать в избирательной кампании Виктора Петрова. Господин Шалару, приветствую вас. Добрый вечер вам и вашим подписчикам, и вашим самым таким доверенным людям, которые вам верят и которым вы несете правдивую информацию и даже лучи света. Спасибо большое, спасибо большое. Спасибо большое, что приходите к нам и комментируете ситуацию. Господин Шалару, вот хотел бы начать вот с такого вопроса. Лавров заявил, да, я процитирую его, из Молдавии, опять же, это его выражение, Молдавия, это такой империалистический сленг России, называть Республику Молдову Молдавией, да, из Молдавии пытаются сделать второй, третий полуторный фронт. То, как Запад относится к тому или иному руководству, было наглядно продемонстрировано, когда в Молдове были протесты против прозападной линии президента и правительства, протесты против игнорирования интересов развития экономики. И Запад осудил это чуть ли не как не попытку свергнуть законную власть. Меня в этом заявлении, конечно, возмутило все, но больше всего позабавило вот это следующее словосочетание, когда в Молдове были протесты против прозападной линии президента и правительства, протесты против игнорирования интересов развития экономики. А какие интересы с развитием экономики связывают Молдову и Россию, которая, в принципе, стала изгоем во всем мире? Ну, во-первых, Лавров, он уже не тот Лавров, который был много лет тому назад. И после того, как он подписал со всеми заинтересованными африканскими странами соглашение о освоении космоса и неразмещении ядерного оружия в космосе, он уже вернулся к более таким близким делам для России. Молдова, Грузия, и про Украину уже никто ему не верит. Ну, что я могу сказать? Это бред сивой кобылы, потому что Лаврову верить нельзя. Он, конечно, выдает желаемое за действительное. Он говорит, что Запад превращает в линии фронта. И как тот известный юмористический писатель говорил, когда говорил, что любой доллар в его кармане оскорбляет все мои чувства. Любые демократические движения в Молдове, любое сближение к Румынии, к Евросоюзу, к Соединенным Штатам, это вызывает чувство глубокого недовольства в Кремле и тем троллям, которые работают в Министерстве иностранных дел России. МИД России давно не является дипломатическим ведомством, а является филиалом троллей Пригожина, которые одно говорят, другое думают и третье делают. И Мария Захарова, и Лаврова, они говорят то, что хочет слышать Путин. А кто им верит, это уже другой вопрос. Потому что это было высказано в адрес своего народа, в адрес избирателей России, а не в адрес Западу, потому что Запад давно не боится России и теми высказываниями Лаврова. И уже его бесит того, что и в Молдове уже не боятся его угроз. Если вы, если вы внимательно следили за политической жизнью в Молдове, и вы заметили, что за последние несколько месяцев руководство Молдовы, оно ведет другую риторику. Они уже высказываются очень критично в адрес руководства России, в адрес МИДа России, в адрес политики России и в отношении войны. Они высказываются в адрес против попыток России дестабилизировать положение в Молдове. Почему это происходит? Потому что Молдова решила несколько проблем. Во-первых, мы получили статус кандидата на вступление в Евросоюз. И второе, Молдова решила энергетические проблемы. То есть у нас есть другой источник газа и электроэнергии. Сейчас Украина возобновила экспорт электроэнергии.
Сейчас мы можем купить свободно с европейского рынка газа, и мы можем купить с европейского рынка электроэнергию. И Россия не сможет нас больше шантажировать. Поэтому это бесит Кремлю, это бесит Лаврова, это бесит Путина и других там этих деятелей кремлевских. Но они должны привыкать к этому. Они должны привыкать. Наземная операция против Молдовы провалилась, против Украины провалилась. Украина, весь цивилизованный мир победит в этой войне, и ему не остается ничего, как передавать такие месседжи для пятой колонны, для своих агентов в Молдове. Это для избирателей из Гагаузии, и для тех, кто живут в Приднестровье, еще по-старому поддерживают Путина, что мы про вас не забыли, мы вам поможем, мы рядом с вами, как говорил ей Дадон, что наши уже близко, но они в другом направлении пошли. Хорошо, это стоит воспринимать именно так, как вы говорите, или это еще несет некую опасность в себе? Или это, как вы говорите, просто вот свои, чтобы там не ждали еще, надеялись на что-то, да? Какие-то конкретные действия, какую-то опасность это представляет или уже не представляет? Вот смотрите, у них эта попытка про дестабилизацию положения в Молдове, она потерпела крах. Потому что сейчас Молдова после Украины является в центре внимания. Все спецслужбы Европы работают на Республику Молдова сейчас. 1 июня у нас состоится вот эта политическая конференция, где глав 40 стран будут в Кишиневе, включая президента Украины. Все внимание сейчас к тому, чтобы не допустить Россию в Республике Молдова. И чтобы Республика Молдова не попала под влиянием России. Хочет это Путин, хочет это Шор и Дадон или нет, но этого будет. Не так, как они хотят, а так, как мы хотим, и так, как хочет цивилизованный мир. И даже если на выборы в гагаузской автономии победит какой-то промосковский лидер, ему это не поможет. Ему просто не поможет. И то, что они хотели дестабилизировать положение, не получилось и не получится. Кроме того, они боятся, что 21 мая в Кишиневе соберется очень много народу, которые передадут привет и Путину, и Лаврову, и которые твердо скажут, что мы с Европой. Скажут твердо нет России. Единственное, что остается у России, это нанести ракетные удары по Молдове. Но какая будет у них, какой повод для этого, я себе не представляю. Хотя России повод и не нужен. Чтобы быть идиотом, можно быть и без повода. И без никаких там провокаций. Просто идиот является идиотом. И ему нельзя объяснить, что он идиот. А еще что? Могут еще больше потратить денег на организацию этих протестов. Но не получится. Потому что я не сомневаюсь, что в будущем, возможно, и Дадон и Шор будут сидеть в одном номере. Хорошо, вы упомянули про 21 мая. Многие оппозиционные политики говорят, что это предвыборное мероприятие или политическое мероприятие в поддержку ПАС. Вы как его оцениваете? Буквально коротко, если могли бы. Это действительно как бы призыв поддержать европейский курс или предвыборное мероприятие партии ПАС? Я могу допускать, что это может быть начало предвыборной кампании для Майи Санду, но не для ПАС. Потому что там будет без партийной символики, это будет без партийных, я знаю, там лидеров, это будет народное, национальное собрание, которое выскажет свое отношение. Ну, до парламентских выборов еще почти 2,5 года, и я почти что уверен, что забудут до того времени. А главное, это то, что достигло нынешнее руководство, а не то, что проводит такие собрания. Это собрание не для одной партии. Это имеет такой символический характер для внешней политики Республики Молдова. И для Европы, и для России. И это сигнал Шору, что зря ты стараешься, потому что у тебя ничего не получится. Хорошо.
Вы упомянули Гагаузию. Вот я анонсировал, что попрошу вас прокомментировать вот это вот, ну, скажем, возвращение у границ Республики Молдова в аэропорту Рустема Минниханова, президента Татарстана. Значит, ну, как бы всех это удивило, для многих это сюрприз, потому что как бы такой неожиданный жест, неожиданный шаг от властей Республики Молдова. Потому что все обычно не привыкли ждать от Республики Молдова таких резких шагов. Как вы это оцениваете? В связи с чем такой резкий шаг? Или вы не считаете его резким, может быть? Я тоже удивляюсь, потому что я знаю процедуру получения разрешения на прилет такого чартерного рейса. Всегда подается список пассажиров. И если бы это решение было принято заранее, они бы просто не разрешили им прилететь. Или это пиар-акция со стороны властей, или они в последний момент приняли решение не допустить, потому что они поняли, что этот так называемый президент Татарстана, он приехал в Республику Молдова для вмешательства в предвыборной кампании в гагаузской автономии. Конечно, это очень сильный шаг, потому что если так судить, то Татарстан является учредителем России. Это татаро-монголы – это основа Российской империи, это основа России, исторической России. И то, что Мария Захарова выпустила такой пресс-релиз, где она говорит, что этим Республика Молдова совершила недружественный акт в отношении Гагаузии, это, конечно, очень глупо. И никто не понимает, что они хотели сказать, они просто запутались. Во-первых, у Гагаузии или у частного лица в Гагаузии нет такого права организовать и отправить официальное приглашение в Республику Молдова какого-то президента. Он все-таки президент Татарстана. Он не является там председателем сельсовета колхоза имени Ильича где-то в Татарстане. Он президент Татарстана, это официальное лицо. И он пригласил его некое лицо, которое участвует, имеет только статус кандидата в выборы председателя, как там называется, Башкана Гагаузии. Председатель исполкома Гагаузии. Председатель исполкома Гагаузии, да. Он его пригласил. Кто ему дал такое право? Или Гагаузия это уже отдельная страна, и там есть Министерство иностранных дел, которое посылает каким-то лицам официальным приглашение на посещение каких-то форумов, организованных в автономии, или это было вмешательство России во внутренние дела Республики Молдова. Потому что я считаю, что наши власти сделали жест доброй воли по отношению к этому кандидату, потому что после этого был бы повод его исключить из предвыборной кампании. Потому что у нас недопустимо вмешательство политических лиц, иностранных лиц при предвыборной кампании. Ни партии, ни кандидатов отдельных. И поэтому здесь очень запутано. Но это два пара, Петров еще, как его там, кто его пригласил, они из-за того, что у них нечего говорить и обещать, и своим избирателям пригласили какого-то дядю из Татарстана и хотели, чтобы этот обещал им сладкую жизнь, помощь из России, финансовую помощь и так далее и тому подобное. Ну хорошо, но как бы они могут сказать, что как бы это сотрудничество регионов. Он же как бы не президент независимого государства, он президент как бы одного из регионов Российской Федерации, хотя в то же самое время является членом политсовета партии «Единая Россия» и, по-моему, находится под санкциями, если я не ошибаюсь, международными, из-за поддержки войны в Украине. Ну, то есть я имею в виду, что они могут это сказать. Мы пригласили его как председателя, руководителя российского региона. Он же не является президентом независимого государства. Что бы вы ответили в этом случае? Алло, господин Шаларо? Да, что-то прервалось. Да, он может сказать все, что он хочет, но он не является официальным лицом. Он не представляет гагаузскую автономию, он является башканом Гагаузии, он является просто физическое лицо.
И он не может от имени Гагаузии, от имени Молдовы, от имени какого-то органа из автономии, он не может никого приглашать. От своего имени, с частным визитом, как частное лицо, он мог его приглашать. Но в данном случае власти Молдовы решили, что он не имеет права находиться на территории Молдовы, потому что его цели, они туманны, они недосказанные до конца, и они посчитали, наверное, что он хочет вмешиваться в электоральном процессе в гагаузской автономии. Ну да, очевидно, что он вмешивается в электоральный процесс. Он как бы уже выступил в поддержку этого Виктора Петрова. Они с ним встречались и в Татарстане, и вот он совершил такой визит для того, чтобы, насколько я знаю, даже привез какого-то митрополита, чтобы тот ему вручил, чтобы тот вручил Петрову какую-то медаль от Кирилла Гундяева, патриарха РПЦ. Господин Шаларов, а вот, скажем, если вот такой кандидат выиграет выборы, которые, ну, явно ориентируются на Москву, хотя, с моей точки зрения, это вообще полное безумие, особенно в той ситуации, в которой находится сейчас мир, регион, в этой полномасштабной агрессии России против Украины. Но, допустим, побеждает такой кандидат. Таких кандидатов, он не один, их несколько, да, которые очень сильно ориентированы на Москву и получают очень сильную поддержку из Москвы. Вот это на взаимоотношения с Кишиневым каким-то образом повлияет, как вы считаете? Ну, я считаю, что и нынешний Башкан Гагаузии, он не был проевропейски ориентирован. Нет, конечно. Ирина Влах, она, когда ей нужно было, она говорила, что изучает румынский язык. Когда ей нужно было, она езжала к Путину в Москву. А когда нужно будет в Стамбуле или в Анкаре на встречу с Эрдоганом и с другими турецкими лидерами. У нее не было такой явной определенной политической линии. Она кокетировала, она со всеми вела какие-то такие двойные игры. Любой кандидат, который победит на выборы в автономии, он будет стараться получить поддержку Москвы. Потому что, наверное, так хотят большинство избирателей из Гагаузии. Но это будет очень ошибочно, потому что даже Приднестровье и то сориентировалось в сторону Евросоюза. Гагаузия хочет немножко отстать от жизни. Но это их не право так поступать, потому что весь опыт, весь приобретенный опыт, он дается с трудом. И когда они убедятся в том, что все эти обещания из Татарстана, из Москвы, из Питера, они ничего не стоят, они придут к логическому выводу, что надо переориентироваться на Европу. И на Кишинев, и потом на Европу. Потому что Евросоюз не помогает только Кишиневу. Евросоюз помогает всем гражданам Республики Молдова. Но это легко, знаете, пользоваться благами Евросоюза, соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Сейчас, когда будет объявлено в начале переговоров о вступлении в Евросоюзе, для нас откроются многие фонды, для нас откроются многие такие деньги, счета, и сельское хозяйство получит, и села получат, и города получат деньги с Евросоюза. Тогда, возможно, они начнут понимать, что кроме тех ржавых тракторов, которые получили несколько лет тому назад из России, оттуда ничего не поступает. Даже газ, и тот уже не российский. Электричество уже не российское. Рынок закрыт. Даже если откроют рынок для нескольких фирм из Камрата, все равно экспортировать туда не получится, потому что нет прямой дороги. Это очень-очень сложно. И лучше отказаться от этого, потому что у нас рядом есть очень-очень большой рынок на 500 миллионов человек. Хорошо, а вот кандидаты, окей, в случае с Миннихановым его можно не пустить в страну, или какой-то другой официальный чиновник из России, который захочет участвовать в избирательной кампании. Но что делать с кандидатами, которые заискивают этой поддержкой и могут организовывать там онлайн какие-то встречи и так далее? То есть есть национальный кодекс о выборах, который запрещает участие или использование зарубежных политиков в избирательной кампании. Но в Гагаузии действует свой избирательный кодекс, который, к сожалению, еще пока не привели в соответствие с национальным кодексом о выборах.
Что нужно делать, какие меры должны быть предприняты к таким кандидатам, которые используют поддержку лидеров зарубежных государств в своей избирательной кампании? Знаете, слабая центральная власть Республики Молдова порождала вот такие аномалии, когда некоторые решения, которые принимались в гагаузской автономии, они входят в противоречие с центральными законами. И сейчас я не вижу никакого решения для этого вопроса, но главная центральная власть, она должна просто применить закон, поменять законодательство. И не может быть речи о прокуратуре в Гагаузе, потому что Гагаузе это не страна. У нас Гагаузе это не государство. У Гагаузе не может быть внешней политики, и не может быть своей прокуратуры и полиции. В Румынии такого нет, нигде в Европе такого нет. Только у нас мне рассказывали случаи, что в Камрате ему остановили его, полиция остановила, и ему говорит на русском, он на румынском, ему говорят, говорите на русском, потому что здесь Гагаузия, здесь не Молдова. Этого недопустимо. Вот таких людей надо выгнать из полиции, из прокуратуры, надо выгнать из всех органов, потому что автономия в Гагаузе не предполагает, что оно отдельное государство. Автономия это дана с другими целями, а не для того, чтобы претворять в жизнь политику Кремля. Господин Шалар, я благодарю вас за то, что пришли к нам и прокомментировали ситуацию. Будем рады видеть вас еще. Приятного вечера. Спасибо вам большое за приглашение. До свидания. До свидания.